Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Бишкек шаарынын мэрі Суракматов Азиз Эмилбекович ошо Бишкек шаарында аткарылып жаткан иштер өзгөчө ушул карантин убагында ошо Бишкектин коомдук жайларында курулуш иштери жүрүп жатат. Ушул мэрия тараптан аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат бермекчи. Бүгүнкү биздин түзүүнү сиздер ЛТР, КТРК Лато 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радио баракчыларынан, ЛТРдин YouTube каналынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен да көрүп алсаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг мэра города Бишкек Суракматова Азиза Эмильбековича относительно деятельности мэрии, также по инфраструктурным проектам города Бишкек. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК Лато 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Азиз Эмилбекович, сөз сизде. Урматтуу шаардыктар жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, коронавирус илдетине каршы күрөшүү боюнча Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан жасалып жаткан иштер тууралуу кыскача маалымат беребиз. Саламаттык сактоо. Бишкек шаарында коронавирус менен ооругандар 183 адамды түздү. Анын ичинен 149 адам Бишкек шаарынын тургундары. 34 адам башка жактан келгендер. 183 адам, 393 адам менен байланышта болгону аныкталган. 393 адамдын ичинен анализи таза чыккандыктан 144 адам көзөмөлдөн алынды. 183 ооруга чалдыккан адамдын ичинен 124 адам оорулуу менен байланышкандыктан жуктурган. Алардын ичинен 61 адам медицина кызматкерлери, 12 адам ички иштер органдарынын кызматкерлери болуп чыкты. Азыркы күндө 73 адам айыгып чыкты. 30 апрелге карата шаар боюнча 11 000 адамдан анализ алынды. Үй шартындагы карантин мөөнөтүн өткөрүп жаткан адамдарды көзөмөлгө алуу максатында 40 мобилдик бригадалар түзүлгөн. Бригаданын курамында дарыгер, эпидемиолог, лаборант жана айдоочу кирет. Мобилдик бригадалар менен 7295 текшерүү өткөрүлүп, 4552 ПЦР жана 3464 экспресс анализ алынган. Ошондой эле 2020 жылдын 6 апрелинен тартып Бишкек шаарынын тургундарына оперативдүү түрдө ооруну алдын алуу максатында 118 номери боюнча тынымсыз ыкчам линиясы иштеп, 4120 адам консультация алынды. Чет жактан келген 2673 адам обсервациядан өткөрүлүп, азыркы убакта алардын ичинен 240 адам обсервацияда жатат. Республикалык штабтын чечимин аткаруу алкагында түзүлгөн мобилдик топтор тарабынан анализди изилдөө боюнча түзүлгөн 68 очок иштеп жатат. 30 апрелге карата 288 үй изилденип, 516 адамдан экспресс анализ алынды. Анализдер таза чыкты. Үй карантинде алынган 4505 адамдан азыркы убакта 816 адам калды. Азык түлүк жардамы. Бишкек шаарынын социалдык жактан айрылуу топторуна гуманитардык жардам көрсөтүү 7 тармак боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Биринчи, Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан көп балалуу жана муктаж үй бүлөлөргө 6000 кап ун бөлүнгөн. Экинчи, соопчулук фондору тарабынан 14 000ден ашык үй бүлөгө жардам берүү пландалган. Анын ичинен 9794 үй бүлөгө жардам берилди. Үчүнчү, шаардык ишкерлер тарабынан 23 000ден ашык үй бүлөгө жардам берилди. Төртүнчү, шаардык бюджеттен 16725 муктаж үй бүлөгө азык түлүк курамы таратылды. Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 2568 үй бүлөгө азык түлүк курамы берилди. Республикалык штабтан 1000 азык түлүк баштыгы шаар тургундарына таратылды. Жетинчи, Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 24 миллион сомго 30 000 азык түлүк жардам баштыктарды берилген. Ар бир азык түлүк топтому 1200 сом түздү. Азыркы убакта 25290 таратылды. Бүгүнкү күнгө чейин Бишкек шаары боюнча
83 миң үй бүлөгө гуманитардык жардам жеткирилди. Жалпысынан Бишкек шаарына 90 миңден ашык азык түлүк курамы жеткирүү пландалган. Турак жай коммуналдык чарба боюнча дезинфекциялоо иштери 18 марттан баштап 184 шаар көчөлөрү, жоо жолдор, көп кабаттуу үйлөрдүн кире бериштери дезинфекцияланды. Эпидемиологик өлкөлөрдөн келген жарандарды байкоо үчүн мейманкаларды жана клиникалык жугуштуу ооруканаларды дезинфекциялоо жүргүзүлдү. Дезинфекцияга жалпысынан 76 жумушчу, 24 атайын техника тартылган, 19 тонна хлор которулду. Автоунаа менен камсыз кылуу боюнча Бишкек шаарынын милиция кызматкерлерине жеке унаа ишканаларынан 12 микроавтобус жана күндүз 20 даана микроавтобус күнү түнү бою колдонууга берилди. Бишкектеги медициналык мекемелердин кызматкерлерин ташууга 27 микроавтобус бөлүнгөн. Мындан тышкары 21 марттан баштап Кыргыз Республикасына учуп келген жарандар үчүн 114 чоң автобус менен 13 каттам жасалган. 5 тонна жакын күйүүчү май которулду, 2766 жаран ташылган. Экономика тармагы Коопсуздук кеңешинин чечими менен 2020 жылдын 1 майынын тартып өзгөчө абал режиминде төмөндөгү экономикалык иш-аракеттерге уруксат берилет. Биринчи, өнөр жай жана өндүрүш тармагы. Экинчи, курулуш тармагы. Үчүнчү, транспорт каражаттарын оңдоо жана тейлөө боюнча кызмат көрсөтүү тармагы. Төртүнчү, жеке жана мамлекеттик нотариустардын кызмат көрсөтүүлөрү. Бешинчи, соода тармагы, заказ жана интернет аркылуу соода кылуу, чач тарач кабинеттери жана салондор. Жетинчи, такси кызматтары 2ден ашпаган адам болушу керек. Бардык деталдуу маалыматтарды өкмөттүн жана мэриянын расмий сайтын билип алсаңыздар болот. Пропустарды алуу үчүн Бишкек шаарындагы акимияттарга жана Бишкек шаарынын комендатурасына жана милиция тарабынан ишке ашырылат. Чоң рахмат, эгерде мүмкүн болсо расмий тилде. Уважаемые бишкекчане, представители средств массовой информации, за последнее время в мэрию города Бишкек поступают вопросы в основном по коронавирусу, по обеспечению населения продовольствием, о продлении режима чрезвычайного положения, начало второго этапа с 1 по 10 мая возобновления экономической деятельности, дезинфекции и вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Разрешите представить краткую информацию о проводимой работе мэрии города Бишкек на территории города. По коронавирусу. На 30 апреля в городе Бишкек зараженных коронавирусом составило 183 человека. Из них 149 жителей города Бишкек и 34 человека с регионов. 183 зараженных имели контакт с 393 гражданами. Из 393 человек в связи с отрицательными анализами снято с контроля 144 человека. Из 183 зараженных 124 человека были выявлены из списка контактных. Также из всех зараженных 61 составляют медицинские работники и 12 составляют работники МВД. На сегодняшний день из Республиканской клинической инфекционной больницы из 183 зараженных выписано 73 человека. По городу на коронавирусную инфекцию у 11 тысяч человек взяты анализы. Сформированы 40 мобильных бригад для наблюдения за состоянием здоровья лиц, находящихся на карантине, в домашних условиях, с включением в состав бригады врача, эпидемиолога, лаборанта и водителя. Мобильные бригады также выезжают и по самообращению граждан. Всего мобильными бригадами произведено 7295 выездов. Взято 4552 анализов на ПЦР и 3464 экспресс-анализов. Также с 6 апреля 2020 года запущен механизм по ранней диагностике через горячую линию по номеру 118. Всего проконсультировано 4120 человек. На обсервацию прибывших граждан из-за рубежа прошло 2673 человека. Из них 240 человек находятся на обсервации. Во исполнение решения республиканского штаба сформированными мобильными бригадами проводится работа по обследованию и отбору анализов по 68 очаговым местам, в том числе по жилым массивам. На 30 апреля 2020 года обследовано 288 дворов и проведено экспресс-тестирование 516 человек. Результаты у всех были отрицательные. Всего
4505 человек были сняты с домашнего карантина, остаются на домашнем карантине 816 человек, у которых еще не подошел срок снятия анализов, как вторая проба. Ситуация в жилых массивах остается на сегодняшний день опасной. По данным на 30 апреля 2020 года, из 183 зараженных, 143 человека проживают по городским адресам, 38 иногородние, 43 граждан – это представители жилых массивов. В жилых массивах на сегодняшний день из 47 жилых массивах в 14 выявлены случаи заболевших коронавирусом. Наибольшее количество зараженных проживает в следующих жилых массивах. Арчабишек 16, Аккорго 3, жилой массив Көлмө 7, Акбосого 6, жилой массив Керамическая 2, жилой массив Аккордо, Ынтыма, Каражигач, Алтынордо, Көкжар, Касым, Мурас-Ордо, Тынчтык, Учкун по одному жителю. В остальных жилых массивах случаи заражения не выявлено. Жители жилмассивов сами контролируют ситуацию. Они устанавливают санитарные посты, и районные администрации и управление здравоохранения проводят с ними обход в очагах. Продовольственная помощь. В целях оказания гуманитарной помощи социально уязвимым слоям населения мэрии города Бишкек проводится работа по 7 направлениям. Первое. Правительство выделило 6 тысяч мешков муки. Данная работа завершена на 100%. Второе. Благотворительными фондами планируется оказать помощь в виде 14 тысяч продуктовых наборов. На сегодняшний день выделено 9794 продовольственных набора. Третье. Городскими бизнесменами и крупными компаниями их помощь составила более 23 тысячи семей. Сумма одного продуктового набора составила от 700 до 1000 сомов. Городским бюджетом для оказания помощи выделено продуктовых наборов 16 725 семьям в виде продуктовых наборов. Правительством Кыргызской республики жителям Чуйской области через город Бишкек оказана помощь 2568 семьям. Это те семьи, которые граничат, которые проживают на приграничных территориях города Бишкек. Седьмое. Правительством Кыргызской республики на 24 миллиона выделено 30 тысяч продуктовых корзин. На сегодняшний день роздано 25 290. Сумма одного продуктового набора составляет 1208 сомов. На 30 апреля по городу Бишкек роздано 83 тысячи гуманитарной помощи или более 200 тысячам граждан. Всего по городу планируется раздать более 90 тысяч продуктовых корзин. В столице круглосуточно работает городской штаб. Звонки, поступившие на данные номера, автоматически регистрируются в журнале. Кроме этого, списки по нуждающимся в материальной помощи, продуктовых наборах представляются муниципальными территориальными управлениями, председателями квартальных домовых комитетов, судами аксакалов или граждане сами звонят в соответствующую администрацию по месту жительства. Списки, поступившие по горячей линии, а также МТУ, председателями домовых квартальных комитетов, соответствующим административным районам проверяются, подписываются начальником МТУ, квартальным, начальником районного управления социального развития и согласовываются главой районной администрации. Списки обращений также параллельно регистрируются на электронном портале, разработанном правительством Кыргызской республики 1227 Түндүк. Блок жилищно-коммунального хозяйства, работа по дезинфекции с 18 марта 2020 года проводится круглосуточно. По дезинфекции проведено 184 основных городских улиц. Кроме этого проводятся улицы второстепенные, тротуары, подземные и надземные пешеходные переходы, лифты, подъезды и жилые массивы города. Также места обсервации для прибывших граждан из стран неблагополучной эпидемиологической ситуации в отелях Аккеме, Гарден, Достук, школа-интернат 1, школа-интернат 21, республиканская клиническая инфекционная больница. Там дезинфекция проводится постоянно. Всего для дезинфекции задействовано 76 сотрудников мэрии города Бишкек, 24 единицы спецтехники, израсходовано 19 тонн хлора. Выделение автотранспорта с 26 марта задействовано 20 микроавтобусов для проведения дежурства сотрудников УВД города Бишкек. В ГУВД города ежедневно предоставляется также 20 единиц автобусов, заправленных топливом за счет муниципалитета на круглосуточной основе. Для перевозки работников медицинских учреждений задействовано 27 автобусов. С 21 марта 2020 года мэрия была организована встреча и доставка в Бишкек 13 рейсов. Привлечено 114 больших автобусов для перевозки 2766 человек. Израсходовано порядка 5 тонн топлива. Образование.
На основании приказов Министерства образования и науки Кыргызской Республики образовательные организации города были приведены в режим дистанционного обучения с целью сохранения здоровья обучающихся. Организована работа по подготовке телевизионных занятий педагогами для школьных, дошкольных и внешкольных образовательных организаций города Бишкек с целью обеспечения освоения обучающимся образовательных программ в полном объеме, где задействовано более 200 учителей и записано более 1000 видеоуроков. Экономический блок. На сегодняшний день в городе имеется порядка 15 500 представителей бизнеса, закрытие которых существенно отразилось на доходной части бюджета столицы. Потеря местного бюджета, как я ранее говорил, составила на сегодняшний день порядка 450 миллионов. По городу на конец года может составить более 1 миллиарда сомов. В связи с чем мэрия намерена пересмотреть бюджет на 2020 год, кроме защищенных статей и обязательных платежей. Алгоритм получения пропусков на экономическую деятельность в период с 1 мая по 10 мая. В настоящее время в целях восстановления экономики и поэтапного ослабления карантинных мер решением Совета Безопасности принято решение о продлении режима чрезвычайного положения в городе Бишкек до 10 мая включительно, а также поэтапном возобновлении экономической деятельности на территории города Бишкек, в связи с чем был разработан поэтапный порядок возобновления экономической деятельности. С 1 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается экономическая деятельность, сфера промышленности и производства, энергетическая промышленность, химическая нефтегазовая промышленность, машиностроение, приборостроение, электротехническая промышленность, горнорудная промышленность, цветная и черная металлургия, текстильная и кожевенно-обувная промышленность, мебельная промышленность, производство строительных материалов и другие виды промышленности и производства. Сфера строительства, объекты строительства, подрядные работы в сфере ирригации, питьевого водоснабжения, а также каналов, дорог и мостов, сопутствующие работы и услуги в сфере строительства. Третья сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств, техобслуживание, ремонт, включая замену масла и покраску, вулканизация, балансировка шин, мойка и химическая очистка. Услуги частных нотариусов, сфера торговли, интернет-магазины, электронная коммерция, включая доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб. Оптовая продажа и поставка строительных материалов, за исключением магазинов. Оптовые точки, склады, поставщики строительных материалов. Оптовая продажа, точки, склады, магазина и поставка тканей, фурнитуры, за исключением рынков. Магазин автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок. Услуги парикмахерских кабинетов, салонов, исключительно стрижка, покраска и укладка волос по предварительной записи. Седьмое. Транспортные услуги организованных таксомоторных служб при посадке не более 2 человек. При регулировании и обеспечении беспрепятственного перемещения сотрудников, работающих в вышеуказанных сферах, руководителям организаций и предприятий необходимо обеспечить сотрудников транспортом. При этом прием заявлений на получение пропусков будет осуществляться муниципальными администрациями мэрии города Бишкек, ГУВД города Бишкек и комендатурой. Далее администрациями ГУВД города Бишкек согласованные списки будут направлены в комендатуру города для оформления пропусков и заявителю направлено уведомление о необходимости заполнения электронной заявки на сайте 1312 Тундук-Киджи. Перевозка же граждан, в том числе частных предпринимателей, на территорию города Бишкек будет также осуществлять организованные таксомоторные службы при наличии патентов, а также пропуска для автомобилей. При этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, обязательную обработку салона автомашин не менее 3 раз в день, осуществлять заказ не более 2 человек в салоне. Стоит отметить, что все работники вместе с пропусками должны иметь с собой маршрутный лист. То, что касается по объектам сферы строительства, перемещение бетономешалок, перемещение помп, перемещение строительных материалов также допускается, но при наличии пропуска. При работе таксомоторных служб необходимо также запоминать маршрут движения такси и при необходимости сохранять номер такси и номер телефона в случае, если какой-то из перевозящих или таксист будет выявлен как зараженным или контактным, после будет поиск всех лиц, которых он перевозил, и те транспортные средства, которые перевозили граждан, которые были выявлены как контактные или зараженные, потом в последующем будут браться как на анализы и на обработку. Поэтому все-таки я бы просил
ограничить движение по городу и перемещаться только при необходимости. Спасибо большое. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандары, сиздерге Бишкек шаарынын мэрі Суракматов Азиз Эмилбекович маалымат берди. Аткарылып жаткан иштер боюнча бүгүнкү түз эфирде сиздер ЛТР, Алато 24, КТРК, 5 канал Пирамида, облустук медиа борборлордон, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радио баракчыларынан, ошондой эле Кабар маалымат агенттигинен дагы угуп көрө алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.